Тампонском районе с 2012 года проводится плановая ликвидация очередности в детские сады. На сегодняшний день в Хандыге, где сосредоточена самая большая очередность, эта проблема решается самыми разными способами. В Улусе с 2012 года успешно внедряются вариативные формы дошкольного образования. Действует свыше десятка консультационных пунктов по работе с родителями, чьи дети не посещают детсады. Кратковременные группы для детей дошкольного возраста на базе основных средних школ и Центра детского творчества. Также открылись 2 частных детских сада. Я сюда хожу каждый день, и мне нравится здесь учиться. Мне тут нравится все делать, то, что говорят. Мне надо учиться на 5, когда в 1 класс пойду. В былые годы в Хандыге функционировали до десятка типовых зданий детских садов. Позже какие-то были реконструированы под жилые дома, конторы. Одно из них в каменном варианте на 140 мест приспособлено под здание районной гимназии. Но оно высвободится лишь со строительством новой гимназии. Поэтому сегодня рассматривается вопрос реконструкции 3-х этажей 2 дошкольных учреждений в Хандыге, после которой в них бы открылись дополнительные группы для еще 50 детей. Мы пытаемся различными методами, конечно, исполнить указ президента Российской Федерации. Да? Мы на реконструкцию 3-х этажей 2 каменных детских садов в райцентре запланировали определенные средства софинансирования, и с республики пришли, но нехватка средств. Там сумма небольшая, 3,5 миллиона. Пришло всего 2,5 миллиона. Это больше 900 тысяч рублей сократили, допустим. Ну вот, надо изыскать эти средства нам. Сегодня в Тампонском районе в очереди в детские сады стоят от 3 до 7 лет свыше 100 детей. От 0 до 7 лет более 300 детей. Цифры очередности были бы еще больше, если бы не планомерная 3-летняя работа в этом направлении Тампонского управления образования. Мария Винокурова, Диустан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.